ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Страха больше нет. Раньше, конечно, был, но после такого отношения больше нет. Теперь, 9 февраля, буду судиться с горзеленхозом. Так начинает свою историю Катерина Агаркова. Девушка работала рабочим зеленого хозяйства с 2010 года. За последние несколько лет получила благодарственные грамоты. Ее уволили из горзеленхоза по статье за прогулы. Но вот прогулы получаются весьма странные. Мои рабочие часы были распределены, так как у нас пятидневка, мои рабочие часы были распределены с 9 по 31 января. То есть я должна отработать свое рабочее время. На январские праздники нам обещали сделать приказ на сверхурочную работу. Вот. Ну, как-то дело так затянулось, что нам сначала сказали потом в январе говорят, по факту вы вышли, отработали, мы вам задним числом делаем приказ, как обычно. Катерина говорит, что ей сообщили выйти 3, 5 и 8. Правда, в приказе об увольнении говорилось только о последних двух, а 3 января загадочным образом исчезла. Выйти на новогодних праздниках, да еще и без приказа, а соответственно не понимая, все ли оплатят, девушка отказалась. Повлияло на это еще и понятное желание побыть с родными, но после выхода с праздников началось. Что у меня дети, я хочу провести время с семьей. После чего она сказала, пиши объяснительную. Я ей говорю, никакого приказа, ничего не было. На что объяснительную? Она говорит, пиши. Я позвонила в трудинспекцию, проконсультировалась, как мне правильно это сделать. Написала ей объяснительную, после чего началось давление со стороны юриста, что я ухожу по собственному желанию, они мне делают дисциплинарное взыскание, выговор, или ты уходишь по собственному желанию. На что я отказалась. Казалось бы, ну чего выступаешь, выйди как все, неприятно, но переживешь. Но сыграли роль изменения в горзеленхозе. Катерина рассказывает, что ближе к зиме 2017-го им сказали, что денег в организации нет. Сдвинули выходные дни по рабочему графику и режим работы. Формально в коллективном договоре пятидневка, по приказу сверхурочный, и ранее это работало. Выходили, потому что у нас были суббота, воскресенье, выходные, и все-таки мне дети приемные, мне надо с ними заниматься, то есть у них с учебой проблемы. То есть уделить время, в воскресенье работаю, а дети с понедельника по субботу учатся. 6 дней я никого не вижу дома, то есть получается все равно хотелось побыть с детьми. К слову сказать, Екатерина еще в декабре, когда начались первые проблемные моменты с руководством предприятия, обращалась за помощью в том числе в городадминистрацию к первому заму мэра Петру Артемьеву. Как говорит девушка, ответ был таков, что во внутренние дела вмешиваться не будет. Впрочем, спорные ситуации с сотрудниками начались в горзеленхозе не вчера. Ранее несколько человек также выступали в активной оппозиции к руководству и его решениям. Теперь они не работают. Какие настроения в коллективе сегодня? На работе всех девочек запугали, был скандал с директором, что он кричал, жалуйтесь куда хотите, у меня везде свои люди, прямым текстом он так и сказал, что один допрыгался с 3 детьми и остался без работы. То есть дал понять, что идти некуда. И все, естественно, боятся, все боятся потерять работу, кому-то до пенсии недалеко, кто-то хочет поработать, у кого-то у многих ипотеки, у меня тоже вот взята ипотека. Поэтому, терпеть вот такое унижение, что мы должны все. Странным кажется и сомнение коллектива в благополучности предприятия. В бытность МУПом компания слыла прибыльной и самодостаточной. Когда стали переводить в казенку, появились опасения, что денег не будет, но людей уверяли, этого не случится. Потому что нам начальник участка, наш начальник участка, она прямым текстом сказала, что наше предприятие убыточное. То есть денег нет. Мы раньше зарабатывали сами, пока мы были муниципальными. А насколько я знаю, большую часть прибыли мы зарабатывали своими руками. Екатерина хочет остаться на предприятии. Пару дней назад появилась неподтвержденная информация, что директор горзеленхоза не прочь пойти на мировую. Так ли это? Мы попробуем узнать в компании, предложив им озвучить свой взгляд на события. А пока девушка ждет 9 февраля заседания суда.